А в Казани сегодня можно посмотреть новые, только что вышедшие книги на татарском. Присмотреть можно, перелистать нельзя. Это аудиоверсия классики национальной литературы. Анастасия Аксенова изучила содержание электронной версии. Габдулла Тукай, Гаяс Исхаки и Адель Кутуй. В этой студии произведения татарских классиков обретают новую форму. Здесь идет работа по озвучиванию литературы на татарском языке. Алсу Каюмова служит в театре Камала, но с большим удовольствием приходит на студию. Этот проект – уникальная возможность прикоснуться к истории и запечатлеть ее на аудиодорожках. Ну, я думаю, еще это только начало моей работы. Сейчас Алсу Каюмова работает над произведением Гаяза Исхаки «Домой». Но если в комнате для записи находится только артистка, то за монитором процессом руководит редактор студии. Когда озвучиваем произведение, редактор сидит и смотрит, все ли правильно. У нас, получается, есть незнакомые слова. Мы даем с переводом. Процесс трудоемкий. 1 час аудиокниги – это минимум 6 часов работы в студии. До конца этого года предстоит озвучить еще 35 произведений 21 автора и 40 татарских сказок. Мы приступили сейчас к созданию аудиокниг и размещению их на нашем сайте в бесплатном режиме. Для того, чтобы вот так слушать произведения татарских классиков, работает целая команда, чьи голоса не слышно. Их труд неосязаем, но результат превосходит все ожидания. Классическая татарская литература в новом чтении. Произведения, знакомые с детства, теперь доступны в аудиоформате. А планы на будущий год грандиозные. На сайте каждый день будут появляться новые аудиокниги. Анастасия Аксенова, Ленар Хабибулин, Вести, Татарстан.